В эфире телеканала «Якутия-24», программа «Актуальное интервью». Сегодня о состоянии и перспективах развития Сахамедиа мы поговорим с генеральным директором Алексеем Сергеевичем Чертковым. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы начать нашу беседу с того, что накануне состоялась встреча с главой региона. Какие задачи перед вами поставил Айсен Николаев и в целом перед государственными СМИ? Вчера только состоялась первая такая обширная, расширенная пресс-конференция для всех СМИ, не только государственных, но и негосударственных средств массовой информации республики в качестве вновь избранного главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Были поставлены серьезные задачи, в том числе и для государственных СМИ. Айсен Сергеевич очень емко и содержательно высказался о том, что, конечно, есть вопросы к работе государственных СМИ, они требуют обновления, переформатирования. И я считаю, что из этого посыла мы должны разработать, и мы уже разрабатываем, концепцию реформирования государственных СМИ и предложить на суд, на рассмотрение главы республики. Вы возглавляете Сахамедиа 2,5 месяца. В каком состоянии медиахолдинг сейчас находится? И наверняка уже разобрались, какие основные проблемы существуют на сегодняшний день. Да, 113-й день сегодня, как я назначен генеральным директором Сахамедиа. Конечно, были сложности в том, чтобы разобраться в такой сложной, запутанной структуре Сахамедиа. Я бы сейчас не хотел углубляться в сторону бывших руководителей Сахамедиа, но должен сказать о том, что в каком виде я принимал это такое беспокойное хозяйство. У нас было на то время 28 миллионов долгов перед предприятием, 2 месяца не уплачивалась заработная плата. Для того, чтобы обеспечить доставку в районы нашей республики бесплатных, так называемых, она по сути дела это датируемых из бюджета газет, нам приходилось даже брать кредиты, коммерческие кредиты, чтобы обеспечить тот формат взаимодействия и распространения печатной продукции государственных СМИ, который был принят. На сегодняшний момент мы практически решили все эти вопросы, но доходило до того, что даже у главных редакторов наших государственных СМИ штукатурка сыпалась с потолка. Это, конечно, не дело. В принципе, финансовое состояние сейчас Сахамедиа на должном уровне. Коллектив работает, нацелен на работу, и мы готовим реформы. А каково же в вашем видении пути решения проблем не только финансовых и в дальнейшем продвижения, в том плане, чтобы ваша компания стала не только в минус уходить, но и, допустим, приносить прибыль? Да, вы совершенно правы в том, что когда была принята модель увеличения тиражей государственных СМИ, соответственно, законы рынка диктуют получение коммерческой прибыли. К сожалению, этого не было достигнуто. Получилось так, что коллектив практически разучился зарабатывать дополнительные источники финансирования, находить и зарабатывать дополнительную прибыль. К сожалению, для акционерного общества, в формате которого мы работаем, это недопустимо. Мы это положение исправляем, и думаю, по итогам конца финансового года у нас будут отличные результаты, я в этом уверен. Новое руководство ведомства поставило перед Сахамедиа задачи усилить обратную связь с населением, с вашими непосредственными читателями и в том числе вовлекать зарубежных читателей. Как это планируется осуществить? Да, это направление было несколько задвинуто на второй и третий план. Сейчас мы прорабатываем варианты создания порталов на иностранных языках, на английском. Возможно, это будет китайский или какой-то еще язык дополнительный. Поэтому главные информационные электронные средства массовой информации, входящие в состав медиахолдинга, будут переформатированы в этом направлении. Если говорить об обратной связи с нашими читателями, то это понятно. А чем может Якутия заинтересовать зарубежных читателей, может быть, даже зарубежных коллег? Они будут
будут смотреть на нас с точки зрения туризма или с какой-то еще? Ну, действительно, Якутию принято, да, позиционировать с точки зрения туризма в наших особых климатических условиях. Но вот недавно на Дальневосточном экономическом форуме была очень интересная презентация инвестиционных проектов, инвестиционного потенциала Республики Саха-Якутия. Я думаю, в этом направлении мы будем двигаться, потому что мы должны не только говорить о культуре, искусстве и наших достижениях, но и том экономическом потенциале, который у нас есть, проекты, которые разработаны правительством республики, главой республики, и это очень интересные, мощные и масштабные проекты. Чтобы в нас видели потенциальных Да, чтобы инвесторов. нас видели потенциальные инвесторы. Весной презентовали сайт Улус Медиа. Насколько удачным вы считаете этот проект и много ли на сегодня посетителей этого сайта? Улус Медиа – это действительно новый проект для Сахамедиа. Он неоднозначно был воспринят в журналистском сообществе, но я хочу сказать, что, по сути дела, этот проект состоялся. В последнее время в связи с выборной кампанией, но и сейчас мы тоже вот удерживаем эту планку о том, что около 8-10 тысяч посетителей каждый день заходит на сайт Сахамедиа, Улус Медиа. И, соответственно, есть практически вот в последнее время мы достигли до 8 тысяч в день посетителей, уникальных посетителей на этот сайт. Улусы республики интересуются жизнью соседних улусов. У нас очень интересная подобралась команда в руководстве этого сайта. Мы подобрали журналистов, обеспечили всем необходимым. Я считаю, что у Улус Медиа есть все прекрасные возможности и потенциал для того, чтобы стать реальным ресурсом на информационном поле республики. То есть вы на постоянной основе мониторите, что интересует того или иного читателя? Да. А начинается с приходом осени подписная кампания. Расскажите, чем она будет отличаться от предыдущей? К сожалению, вот так была устроена работа Сахамедиа, что мы практически отказались от платной подписки. На протяжении многих десятилетий платная подписка была основой создания своей читательской аудитории. Сейчас мы практически боремся за каждого своего потенциального подписчика, каждого своего потенциального читателя. Если вам несколько лет подряд говорят о том, что не надо подписываться, вам все это мы отдадим бесплатно, то сейчас мы приходим и говорим: заплатите такую незначительную сумму, она стоит на первое полугодие 403 рубля, новой обновленной газеты «Якутия» в формате толстушки и обновленной газеты «Саха-Сире» в формате толстушки, то читатель, конечно, подумает над тем, стоит ли ему вкладываться в такой формат взаимодействия с государственными СМИ. Но иного пути нет, и мы будем следовать ему. С печатными изданиями сейчас возникает такая очень интересная ситуация. С приходом новых технологий и доступности интернета люди по большей части черпают информацию ту или иную именно из сети интернет или социальных сетей. Каким образом можно возродить и продолжить вот эту читательскую подписку, чтобы люди обращали внимание именно на бумагу, а не на интернет? Самое важное здесь о степени доверия читателя к той или иной информации, которая у нас создается различными средствами массовой информации. И по всем социологическим замерам, по всем экспертным оценкам, степень доверия читателя к государственным средствам массовой информации очень высокая. И это я хочу вам ответственно заявить, что главный наш критерий, по которому мы сейчас ориентируем своего читателя, это степень доверия к информации, публикуемой в наших средствах массовой информации. Но, конечно, вы правы о том, что электронные средства массовой информации, они диктуют сейчас моду, они оперативны, они содержательны, они более злободневны и так далее. В свою очередь, мы не стоим на месте, мы также развиваем свою электронную составляющую. Это и несколько ресурсов электронных, это и те электронные сайты, которые не повторяют наши печатные издания. И
у нас есть еще один серьезный ресурс, это мультимедиа-центр, очень прекрасный, хорошо сделанный, оснащенный, и на котором мы будем тоже готовить свои программы и обмениваться, в том числе и с вашим каналом. Говоря о том, чтобы донести это самое печатное издание до читателя, как изменится система распространения и доставки? Система распространения и доставки в принципе останется та же. Единственное, что мы сейчас будем тесно работать с Почтой России, с альтернативными компаниями по доставке нашей печатной продукции, и мы несем наше печатное слово до наших читателей. Сахамедиа подписала соглашение о сотрудничестве с Театром эстрады, со второй школой и Якутской епархией. Какие совместные проекты стали плодом, так скажем, этого сотрудничества или, может быть, еще станут? Обычно, когда такая кампания начинается, договорная, да, все оценивают, что вот вы устанавливаете договорные отношения, которые ни во что не выливаются. У нас такого не будет, и мы не преследуем ту цель, чтобы подписать как можно больше договоров. Первый наш договор был с Якутской епархией. Это знаковое для нас дело, событие. Мы, значит, договорились о том, что мы продолжаем печатать совместно с епархией вкладыш в газету «Якутия» в виде благовеста, который традиционен, и обмениваемся информацией на православную тематику. Вот. У нас еще есть несколько совместных проектов, о которых я могу потом рассказать вам в следующих наших встречах. Со второй школой очень интересный проект о создании детской мультимедиа-студии на базе нашего медиацентра. Этот проект уже начал действовать, и мы надеемся, что вот детская образовательная составляющая будет у нас представлена очень хорошо, потому что детство, образование – это один из тех краеугольных камней, которые, ну, я думаю, что потянут другую тематику. И еще мы преследуем одну цель. Мы готовим смену нашему журналистскому коллективу, нашему журналистскому составу. Алексей Сергеевич, огромное спасибо, что приехали в студию и ответили на наши вопросы. А я напомню, что у нас в гостях был генеральный директор Сахамедиа Алексей Сергеевич Чертков. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на Якутия 24.